Здравствуйте, глубоко уважаемый наш президент Сердар Гурбангулыевич и лидер Халк Маслахаты, многоуважаемый наш Аркадак. Я гражданка Туркменистана Агаева Ольга. Обращаюсь к вам с огромной просьбой. Помогите мне и моей семье. Мой сын Агаев Ата был депортирован 12 августа 2025 года из Германии. Прибыл в Ашхабад 12 августа 2025 года. Его провели через вип-зону работники в штатском. Моя дочь успела увидеть моего сына и с рациями. И она единственная успела поздороваться. Мы находились в аэропорту внутри здания, не увидели сына. И они сказали, что везут его на Житниково, 6-й отдел. И если вы хотите, приезжайте. С ним проведут беседу, у него нет вины, через 2-3 часа его отпустят домой. Можете приехать и там увидеть его и поговорить с ним. Мы приехали, обращались ко всем учреждениям, которые там находятся, заходили во все учреждения, везде нам отказали. Сказали, что нет его, сюда не привозили, нет его. Мы почти 2 часа ходили по всем заведениям, которые находятся в районе Русского базара. И все нам отказали. Мой муж, взрослый тоже человек, 66 лет ему будет, он упал там. У него больное сердце, 2 раза перенес инфаркт. Мне 63 года, и нас так гоняли, нам никто ничем не помог. Гоняли с нас как ненужных людей, как будто мы никто и ни с чего мы не стоим. Мы уехали домой. 13 числа моей дочери позвонил работник 6-го отдела, как он представился шатлыком. В первую очередь он сказал, что с вашим братом все в порядке, он жив-здоров, его не били, над ним не издевались. И Ата не виновен, и сегодня он приедет домой. Они или его привезут, или приедет он сам. И моей дочери попросили данные моих родственников и данные все моего мужа, родственников. Моя дочь по телефону все данные ему сказала. Ну, я всю ночь не спала, моя семья всю ночь не спала, мы ждали сына. Сына так и не дождались. Сегодня мы пошли в комитет, позвонили Шатлыку возле здания комитета. Мы сказали, вот пришли, мы хотели увидеть сына, вы вчера его не отпустили. В чем дело? Объясните нам, пожалуйста. Он сказал, еще есть какие-то вопросы. Показать его не можем, только можем здесь по телефону. Я сказала, я мама, я имею право видеть своего сына, что он жив-здоров, что вы его не убили, что он живой. И он положил трубку и отключил телефон, не стал с нами разговаривать. Мы опять пошли по всем учреждениям, хотели знать, где наш сын. И сказали, в КНБ нам сказали, его нет. Мы пошли в городское управление. Там дежурный сказал, что его тут нету. Потом он сказал, что его вчера увезли в 10 часов в неизвестном направлении неизвестные люди. Мы сказали, как такое быть не может, вы дежурный. Потом он, я не знаю, куда позвонил, сказал, что находится он в миграции. Пошли в миграцию, там нет. Мы вернулись обратно. Этот же дежурный моему мужу представил другого человека, который представился как Кышим. Он сказал, сейчас обед, идите домой, поезжайте. И приходите 3:30. Мы пришли 3:30. Какыш нам сказал, что с ним ведут беседу, сегодня он будет дома. Это было его первое предложение. Вторым предложением он сказал, неизвестно, когда он будет дома. Ему задают разные вопросы. И он торопился, убежал на Русский базар. Мне нужен на Русский базар, вы меня здесь ждите. Мы его прождали где-то час, потом мы с дочерью пошли на почту отправить письмо к вам, многоуважаемый наш президент. Мой муж остался ждать, но тот так и не пришел. Обманул нас, людей, нас ни за кого не считает, понимаете? Многоуважаемый наш дорогой президент, мы с дочерью отправили вам письмо, но мы не знаем, дойдет это письмо до вас. Да нет, поэтому я вынуждена вам в виде обращения отправить, прошу вас. Помогите нам, кроме вас и нашего председателя Халк Маслахаты. Никто нам не поможет, мне и моей семье. Прошу, спасите и сохраните моего сына. Дайте мне его увидеть живым и здоровым. Я мама.
О, мой единственный сын, прошу вас, умоляю вас. Я даже не знаю, могут нас убить, даже там работник тоже стоял, я не знаю, с какого отдела, в штатском за нами следили, внутри почты. Как мы отправляли это письмо. Прошу вас, умоляю вас. Всеми богам молюсь за вас и ваше здоровье. Спасите и сохраните моего сына.